Абхазия, вы представьте себе, в каких трудных условиях Абхазия развивалась, становилась. Ведь вся ее история насыщена, состоит из борьбы за свою самостоятельность, за свою независимость. Она то приобретала эту независимость, то теряла ее. На нее действовали различные силы, которые были значительнее ее, может быть, и подавляли волю народа к независимости. С народом Абхазии происходили удивительные вещи. Часть населения вынуждена была эмигрировать за границу. Часть превратилась, потеряла свою идентичность, свою национальность. В одночасье стали, это вот восточные районы, мы знаем, они превратились в грузин под давлением, значит, Грузии. За Абхазию шла борьба между великими державами, и, конечно, эта территория нравилась всем, и это не могло не сказаться на истории Абхазии. И вот эта борьба за свою независимость, во что выливалась в советское время, всем известно. Все знают эти сборы населения, которые требовали выхода из состава Грузии и присоединения к России. Поскольку тогда выход из состава вообще Советского Союза был невозможен, поэтому и просили в состав другой республики, которая, как нам казалось, к нам более справедливо относилась бы. Потому что соотносили это с Советским Союзом, с другим Советским Союзом, а это была республика, в составе которой у нас был только негативный опыт. Ну, потом события, которые произошли с распадом Советского Союза, война, и победа в этой войне положила начало новой страницы в истории Абхазии. То есть стала возможна и независимость, стала возможность свободы. Часто, так сказать, вопросы такие задают, и они всегда возникают. Вот Грузия по численности, она во сколько раз нас превосходила, по вооруженным силам у нас их вообще не было, а у них и танки были, и самолеты, и все что угодно, у нас ведь ничего не было. Вот. Как можно было сопротивляться этому врагу? Как можно было? И как Ардзинба осмелился, так сказать, вот, противостоять и, так сказать, отвечать на их агрессию. Но ведь Ардзинба безоговорочно поддерживал парламент. А парламент — это были представители народа. У нас уже определенная борьба была до начала войны. Это с 1991 года, так сказать, парламент действовал, и у нас, кстати, мы видели, куда ведут нас события, куда идут, но у нас другого ведь пути не было, и народ-то поддержал, народ поверил Ардзинба. Освободиться от врага — это не значит получить независимость. Это дистанция огромного размера. Признание пришло в результате тех событий, которые произошли после войны. Такая свобода, она завоевана кровью. Кровью вот тех людей, которые вот память о них вот в этом музее здесь как раз, значит, и фотографии есть. Я вижу многих людей, которых мы знали, с которыми встречались. Их нет. Но они сделали так, что мы получили свободу и независимость. Мы считаем себя признанным государством. Это самое главное. Мы считали себя государством и до того, как Россия нас признала. Мы ведь приняли Конституцию в 1994 году как независимое государство. Мы провели референдум в 1999 году по инициативе Владислава Григорьевича Ардзинба, на котором абхазские народы, представители всех народов, живущих в Абхазии, высказали желание жить как в независимом государстве. Это 3 октября 1999 года был референдум, а 12 октября 1999 года мы подписали акт о государственной независимости Абхазии. Это важнейший документ, определяющий вот начало, так сказать, настоящей государственности. Тогда ведь никто нас не признавал, не были признаны, но мы сами себя определили как независимое государство. Вот с этого момента считается государство как бы оформленным. Мы же понимали, что строительство не просто государства, а организация общества после войны, после той разрухи, которая осталась здесь, на этой территории, конечно, это было весьма сложно. И потом представьте себе,
что сразу после войны последовали экономические санкции и экономическая блокада и политическая изоляция. То есть отсюда, так сказать, руководители никуда не могли выехать, ни с кем не могли встретиться, так сказать, все было запрещено. Сейчас молодежь не знает, но тогда и учебники нельзя было сюда завести. Я помню, с каким трудом мы, когда налаживали в школах учебу, это в первую очередь надо было этим заниматься, потому что Владислав понимал, что это молодежь, она должна получить образование, получить, то есть от автоматов надо было переходить к учебникам в институте, в школе. С каким трудом это завозили сюда, было запрещено. Ведь сегодня никто не знает, но среди запрещенных этих товаров, которые можно было завезти в Абхазию, даже детские коляски были. То есть они не были обозначены, они просто не входили в список тех товаров, которые можно ввозить. Мы попали, как бы, переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций, потому что Шеварднадзе был, Грузия была принята до войны, там, за 15 дней до войны в состав Организации Объединенных Наций. Ну, к этому времени были назначены в Абхазию, значит, представитель Генсека Организации Объединенных Наций, Бруннер был. Под его руководством проводились вот эти первые встречи. Но до начала переговоров нам удалось убедить их, что мы ни на какие переговоры не пойдем, если вынуждены будем заранее признать территориальную целостность. С нами в конце концов согласились и договорились, что территориальная целостность либо останется, либо не останется по итогам переговоров. В конце ноября в Женеве первая встреча была, вот там мы меморандум подписали, ну, в котором были такие важные вещи, как, среди прочего, это то, что мы, так сказать, с грузинами как бы подписали соглашение о том, что не будем угрожать друг другу оружием, войной до окончания, значит, переговоров и прочее, чтобы мирным путем решать вопросы. И там уже ставился вопрос о том, что нам потребуется миротворческая операция между Грузией и Абхазией. Конечно, о беженцах шла речь с самого начала, было подписано четырехстороннее соглашение по беженцам, в котором тоже был определен порядок начала возвращения беженцев, каким образом это должно происходить. Вот тот порядок, который был определен с нашим участием, механизм возвращения, он был нарушен Грузией на все 100%, и потому, так сказать, они прекратили возвращение беженцев. Ведь если сказать правду, то по этому соглашению и по тому механизму, который был принят с участием грузин, в Абхазию было возвращено примерно 130 человек, что ли, не помню. Потом они отказались. Отказались, потому что люди, которые возвращались по этому соглашению, должны были, по признанию ВКБ и ООН, они должны были подчиняться законам, действующим в Абхазии. Эволюция, она ведь требует времени. Мы хотим, чтобы экономика моментально, кстати, экономика, которая подвергается еще, так сказать, вот этим санкциям до сих пор действует, так сказать, в мире предубеждения против Абхазии, до сих пор грузинские, так сказать, законы в отношении сообщения с Абхазией действуют. Эта экономика в одночасье не поднимется, нужны десятилетия. Те, кто говорит, что вот мы быстро сделаем, что-то быстро решим, они либо лукавят, либо не понимают. Но народ наш больше понимает. Я знаю, общаюсь с людьми, знаю, что они все это хорошо понимают, хорошо знают. И что-то сверхнеобыкновенного от нашего государства не требует. Вот сегодня в обществе говорят о том, что борьба с коррупцией, коррупция охватила наше государство. Это правда. Это правда, ведь и президент, и парламент, и все признают, что у нас, например, 50% экономики находится в тени. А мы ищем какие-то, значит, способы разбогатеть за счет каких-то других, там, за счет того, чтобы, значит, какую-то экономику внедрить, какое-то что-то такое. Нам же, прежде всего, нужно вывести из тени эту экономику.
Вот переходя к сегодняшним реалиям, я могу сказать, что значит, и вот та волна, которая поднялась вот, против этой коррупции, она, конечно, получит поддержку всего государства. Я думаю, что и с этой, так сказать, с этим явлением мы можем справиться. У нас нет проблем, с которыми мы не могли бы справиться. Нет их. Признание России открыло итальянцам величайшие возможности, величайшие возможности. Это сразу, я должен отметить, главнейший фактор – это договор наш об охране наших границ. Один из величайших трудных вопросов снялся. Это вопрос обеспечения защиты от внешней угрозы. И второе, Россия, значит, по договору добровольно, как я уже сказал, взяла на себя обязательство помочь нам материально. Говорить о том, что мы можем практическую пользу, вот такую практическую чисто пользу, в смысле там обмена товарами и прочее, с Науру, например, произвести, или там с Венесуэлой сегодня, конечно, это нереально, поскольку между нами огромные пространства, огромные расстояния, перевозка туда-сюда, это все, конечно, да, мы развиваем отношения с ними, бывает делегации, к ним едут, к нам приезжают, это очень важно, это в международном плане очень важно, что договоры какие-то заключаются, что в культурном плане какие-то обмены будут проводиться, это очень важно, очень важно. Постепенно и настанет время, когда и торгово-экономические связи можно будет развивать. К этому это как бы главная цель в будущем. Но она будет, но для этого потребуется время, для этого потребуются усилия.